Как уже упоминалось в предыдущих роликах, режим Эмомали Рахмона, а также высшие руководители силовых структур Таджикистана — это не просто авторитарная система, но и террористическая группировка. Сегодня группа Сарчашма представит конкретные факты и заявления высокопоставленных чиновников соседних стран и международных аналитиков, указывающие на прямую связь режима Рахмона с радикальной террористической организацией ИГИЛ. Более того, будет показано, как Рушанская резня связана с деятельностью этого режима. Уже в 2004-2005 годах в различных районах Таджикистана, в частности в Хатлонской и Сагдийской областях, а также в столице и прилегающих к ней территориях, началась активная вербовка молодых людей в салафитскую секту за денежное вознаграждение. Поскольку большинство мусульман Таджикистана придерживаются ханафитского мазхаба, суннитского направления ислама, те, кто присоединялся к салафитскому течению, получали щедрое финансирование и могли свободно распространять свои идеи. Режим не только не препятствовал этой деятельности, но и негласно ее поддерживал. Также их действия координировались полковником ГКНБ Таджикистана Бахридином Джамоловым. В 2009 году Верховный суд Таджикистана официально запретил салафизм, признав его экстремистским направлением. Однако начались массовые репрессии не только против настоящих салафитов, но и против ханафитов, глубоко верующих граждан, в том числе членов партии Исламского возрождения Таджикистана, которые не имели отношения к экстремизму. Под предлогом борьбы с салафизмом у них отбирали деньги, бизнес, возбуждали уголовные дела, создавая раскол среди населения по религиозному признаку и репрессируя его по частям. Тем временем настоящих радикалов, за вербовку которых высокопоставленные генералы и клана Рахмонова получали значительные суммы из-за рубежа, беспрепятственно отправляли в Турцию. Там их принимали представители ИГИЛ, обучали в лагерях, после чего отправляли в Сирию и Ирак. А в таджикских тюрьмах, где содержались другие такфириты, были созданы условия для дальнейшей радикализации и вербовки новых членов этой секты. Таким образом, режим Рахмона проводит антиисламскую политику, провоцируя радикализацию истинно верующих мусульман, навешивая на них ярлык экстремистов и террористов, в то время как сам изображает перед мировым сообществом борца с терроризмом. Между тем, исполнителями большинства терактов на территории России, Ирана и даже Афганистана часто оказываются граждане Таджикистана, хотя внутри самой страны, за исключением сомнительного случая в Донгаринском районе, где якобы члены ИГИЛ наехали на туристов, подобных актов зафиксировано не было. Даже в том случае силовики сразу же ликвидировали всех предполагаемых нападавших, не оставив ни одного живого свидетеля, что само по себе вызывает вопросы. На деле режим не только получает прибыль от этой террористической схемы, но и использует такфиритов для подавления собственного народа. По некоторым данным, в ущелье Варзоб действует подпольный лагерь, где обучают наемников, якобы для особых задач по запугиванию и репрессиям. Именно эти лица, по свидетельствам очевидцев, участвовали в Рушанской резне. Они были одеты в черную униформу, носили маски и проявляли крайнюю жестокость, убивая и пытая мирных жителей в селе Вамар. У каждого из них был коврик для молитвы и сосуд для омовения, в то время как сам режим Рахмона запрещает молитву даже государственным служащим в мирное время, не говоря уже о периоде спецопераций. Это вызывает закономерный вопрос. Кто эти люди, которым разрешено совершать молитву при таком исламофобском режиме? Еще один важный факт. По словам майора Амон, дежурившего на блокпосту Нижевамара, он предупреждал местных жителей, пытавшихся попасть в зону операции, что действующая там группа не подчиняется ни одному из официальных силовых ведомств и не щадит ни женщин, ни стариков. Возникает логичный вопрос, кто же отдает приказы такой группе? Возможно, это прямой приказ Рустама Эмомали или самого Эмомали Рахмона. Как говорится, правда всегда выходит наружу. 25 июля начальник госбезопасности Узбекистана Бахадур Курбонов в социальной сети X сообщил о задержании ячейки ИГИЛ в Намангане, связанной с режимом Рахмона и пакистанской разведкой.
Аналогичное обвинение недавно прозвучало и от начальника штаба талибов Фасихуддина Фитрата, который заявил о причастности режима к терактам в Афганистане, Иране и других странах. Свои выводы также представил аналитик мирового уровня из Лондона Саид Билол Фатими. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, приветствую вас и уважаемых зрителей этой программы. Почему ваш новостной сервис за последние 4 года ни разу не озвучил то, о чем мы говорим постоянно? Центр терроризма – это не Афганистан. ИГИЛ и другие группировки действуют не из Афганистана, а из Пакистана. К ним причастны также лица из Таджикистана. Именно там они проходят подготовку и получают финансирование. Мы много раз подчеркивали, теракты, совершенные в Москве, Калифорнии, Иране, Белуджистане, Кандагаре, а также нападения на китайских граждан и на Гульбедина Хекматияра в Кабуле, все эти акции были организованы при участии таджикских боевиков, прошедших подготовку в Белуджистане и базирующихся в Пакистане. По моему мнению, хотя весь мир считает Афганистан центром терроризма, никто не называет настоящие источники. 2 государства, о которых предпочитают молчать. Документ, опубликованный главой разведки Бахадуром Курбановым, крайне важен и должен быть использован. Афганцы обязаны донести его до ООН и мирового сообщества, чтобы показать, терроризм зародился не в Афганистане. Его истоки в Пакистане, а финансирование обеспечивают другие страны. Исполнители – выходцы из Таджикистана. Иначе говоря, именно Пакистан и Таджикистан являются 2 странами, ставшими опорой терроризма. Угроза исходит не из Афганистана для этих стран, а от них для самого Афганистана. Этот документ – весомое доказательство, и он должен быть передан странам Центральной Азии, включая Узбекистан и Россию, которые ранее придерживались иной точки зрения. Эти страны должны извлечь урок и осознать, данные, собранные разведкой, отражают реальность. Они обязаны начать сотрудничать с Афганистаном, поддержать его и помочь выбраться из этого кризиса. Афганистан стал лишь ареной, тогда как настоящие финансисты, инструкторы и вербовщики – это Пакистан и Таджикистан. Эти государства необходимо внести в международный черный список ООН. Правительства стран региона, поддерживающих связи с режимом Рахмона, должны проявить максимальную бдительность, ведь эта змея в рукаве представляет угрозу не только для народа Таджикистана, но и для всего региона, включая Россию, Китай, Иран и другие государства. Аналитическая группа Сарчешма продолжает внимательно отслеживать данное событие и будет оперативно предоставлять новую информацию по мере ее появления. Для народа Памира режим Рахмона – это террористический режим, ответственный за насилие против мирного населения. А с террористами не ведут переговоров и не заключают компромиссов.